одно из самых распространенных заболеваний нашего времени – это неврозы. Это бич 21 века, это болезнь относительно благополучного времени, потому что во времена войн, каких-то глобальных эпидемий, катастроф число людей, страдающих неврозами, будет сведено практически к нулю. Причины, которые могут послужить неврозу, могут быть самыми различными. То есть, начиная от какой-то несчастной любви, заканчивая нервным истощением в связи с переутомлением на тяжелой работе. Тут есть психологические симптомы, есть физические симптомы. Если мы говорим о психологических, могут быть страхи, тревоги, навязчивые состояния, бессонница. Физические симптомы, они больше обращают на себя внимание. Это головные боли, головокружение, перепады артериального давления, причем довольно-таки резкие и, может быть, в молодом возрасте. Это расстройство желудочно-кишечного тракта. В общем, соматика может быть абсолютно любой. И зачастую именно с физическими симптомами, физическими жалобами пациенты обращаются к специалистам и безуспешно пытаются найти выход из своего состояния. И довольно-таки небольшой процент действительно доходит по адресу, это к психотерапевтам, психиатрам. Поэтому, если мы говорим о неврозах, то нужно понимать, что в основе будет всегда лежать конфликт, будь то внешний или внутренний. Если это внешний конфликт, то это обычно результат каких-то длительных стрессов, перенапряжения интеллектуальной, эмоциональной сферы. И, соответственно, здесь бывает иногда даже достаточно сменить обстановку, сменить окружение. Но если это внутриличностный конфликт, то не все так просто. Как таковой невроз сам по себе не исцелится. Тут нужна психотерапия, работа со специалистом. На самом деле невроз – это наша своеобразная защита. У него есть для нас какая-то определенная выгода. Просто наша психика не знает, как решить конфликт по-другому. И таким образом мы пытаемся, возможно, решить свою внутрисемейную обстановку, возможно, какие-то сложности на работе, с окружением. То есть нужно искать причину, с ней разбираться, и, собственно, возможно, он однозначно и будет в таком случае благоприятный исход.